Город Назрань. Время 10 утра. Братья Талдиевы спешат на тренировку. Специализированный зал дзюдо. На сегодняшней тренировке ребята проведут спарринги с дзюдоистами из других спортивных школ. Учебные каникулы – это прекрасная возможность, чтобы уделить больше времени любимому занятию. Ахмед и Мухаммед Талдиевы начали заниматься дзюдо 2 года назад и за столь короткий промежуток времени сумели доказать тренеру, что они способны добиться больших высот. Кропотливые тренировки и самое главное – желание прогрессировать изо дня в день. Только так становятся чемпионами. شش دا استرنوك جو حال داس حوا ورس شش حال استرنوك ديك يوخ زدو أو ديك خيرت إير на силу, скорость, выносливость يوخ бисен на технику يوخ цель самая олимпийский чемпион. سؤال последний сынуаш Москва тав тикаш يسوات كحكاي. Игорь خلاص وقت ملاير. فينالر сестричку на كحكاي. А первый мот كحكاي. Цель самая стать олимпийским чемпионом.
Несмотря на совсем юный возраст, братья успели поучаствовать на многих соревнованиях. Турнир, прошедший в Москве, в очередной раз подтвердил, что этих парней смело можно отнести к числу перспективных спортсменов. По итогам выступления в столице Ахмед стал вторым, а Мухаммед досрочно завершил все схватки. А самая продолжительная встреча длилась всего 30 секунд. Кубок за первое место и кубок за лучшую технику как подтверждение слов тренера. Про Махмуда и Ахмада, так два брата зовут. Действительно, очень перспективные, очень выносливые парни. Думаю, в недалеком будущем покажут себя уже в взрослой карьере. Самое лучшее качество для меня, как для тренера, видеть в учениках — это трудолюбие. Они очень трудолюбивые, дисциплинированные. И все. Все это самые лучшие качества, которые должны показывать дети. Если честно, данные условия, не могу сказать, что даже могут быть лучшие условия у нас, чем вот эти условия. Есть хороший спортзал, хорошая качалка, все как положено. Надо только тренироваться. Насчет будущего, дзюдо как по менталитету нам больше всего подходит, если даже брать во внимание все другие виды спорта. И у нас как-то зародилось оно с давних времен и развивается. У нас есть и олимпийские чемпионы, там, и чемпионы Европы, многократные чемпионы России у нас. Так что у нас все задатки того, чтобы спорт развивался и развивать. И самое главное, в дзюдо у нас есть массовость. Вы можете посмотреть во всех селах, практически есть клуб дзюдо, там, школа дзюдо. Так что у нас есть самое главное для массовости, для здоровья нации. Я думаю, дзюдо вложило самый большой вклад.
Хасан и Хусейн Халмурзаевы, Муса Магушко и многие другие. Именно благодаря этим именам ребята решили связать свою жизнь со спортом, а в частности с дзюдо. Тренировки в одном зале с олимпийским чемпионом и чемпионом Европы для любого начинающего спортсмена послужат дополнительной мотивацией. Хасан и Хусейн давно заметили в этих ребятах большой потенциал и не сомневаются, что братья Талдиевых ждет большой успех. Ассаламу алейкум. Слышал недавно выступление братьев Талдиевых. Очередной раз выиграли турнир в Москве. Мы действительно наблюдаем за нашими ребятами вообще в целом. Действительно, ребята молодцы, очень ярко выступают. Сам даже присутствовал на одном из турниров, где Магомед Талдиев очень ярко, зрелищно выиграл турнир. Эти ребята действительно видно, что работают, пашут. Если они также будут работать, также будут продолжать тренироваться, у них действительно есть будущее, есть большая перспектива. Конечно, нам и хотелось, чтобы и братья Талдиевы, и вообще в целом у нас очень много талантливых ребят, чтобы они продолжали наш путь, еще доказывали и показывали большие результаты. В целом мы стараемся передать наш опыт и с интересом, с большим желанием мы работаем с ними. Я радуюсь, когда и братья Талдиевы, и многие ребята, которые в нашем республике показывают результаты на различных турнирах. Видно, что очень много у нас желающих, очень много у нас, которые реально хотят, и есть у них большие цели. А братья Талдиевым хотел бы пожелать удачи, успехов, чтобы они также продолжали. Что хочется сказать про братьев Талдиевых, про Ахмада и Мухаммада. Конечно, сам результат говорит за них и говорит о многом. Мне бы хотелось больше подчеркнуть и заметить их отношения и вообще отношения окружающих людей, которые с ними работают. Это в первую очередь их наставник, один из лучших в республике, их отец, который, можно так сказать, на профессиональном уровне поддерживает их увлечение и, соответственно, условия, которые созданы для них, для того, чтобы достигать высоких результатов. Что касается перспективы, конечно, об этом знает только Всевышний, мы можем делать только причину. Я думаю, это мое личное мнение, что если все будет также продолжаться на высоком уровне, в любом случае, дай Аллах, из них вырастет достойная замена действующих наших спортсменов. Что касается радости, конечно, очень приятно, что есть такие дети в зале, что с таким интересом, с таким желанием в какой-то степени вспоминая себя и с такой белой завистью завидую, что вот с такими условиями у них есть возможность реализовать себя. Да, облегчит им Всевышний вот это начинание, если в этом есть благо. Что касается пожелания, зная цели, которые поставлены перед ними, особенно перед Мухаммадом, стать самым молодым, самым юным олимпийским чемпионом, я бы пожелал бы ему стать именно самым молодым олимпийским чемпионом. Это не только для него самого, но и для целой нации, для страны или вообще для многих людей это будет
что касается приятно, конечно, и я думаю, из этого будет большая польза. Помимо тренировок в зале, Мухаммед и Ахмед также занимаются на открытом воздухе. Под чутким присмотром отца братья выполняют в большом объеме упражнений, направленных на улучшение скорости, ловкости и, конечно же, пробежка специальной маской, позволяющей развивать самый нужный аспект в любом виде спорта – выносливость. Ну, дзюдо по нашему менталитету, по исламу, это самый приемлемый спорт, на мой взгляд. Его форма одежды, выступления, там, не бьют по лицу, уважение друг друга, воспитание непосредственно с самой дисциплиной. И вот это мне непосредственно нравится в этом виде спорта. Это очень хороший вид спорта. Вот почему именно дзюдо для подрастающего поколения очень важно, все-таки развивает тело, физику полностью? Дело не в физике. Сильный не обязательно выигрывает. Там нужно думать головой, именно когда ногу поставляет, там подсечка. Там важны очень умственные факторы. И ловкость, скорость, выносливость. Ну, знаете, упор делается на то, чтобы вот в 2028 году чтобы они попали на Олимпиаду в Лас-Вегасе. Вот самая главная цель для нас мы поставили. Вот все средства, все свое время буду тратить на эту цель. Если получится по воле Аллаха, постараемся, чтобы туда попасть. И поэтому стараюсь с ними работать и утром, и вечером, уделять все необходимые, там, провожу с ними медицинские обследования, какие мышцы, что у них развито, что у них отстает. И пытаюсь довести до самых лучших кондиций. Победа Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио не только оставила светлый след в сердцах всех жителей республики, но и стала причиной для многих ребятишек определиться со своей целью в жизни. График составлен се очень ценный. Школе доктор, дзюдо доктор, в 2028 году Олимпиада. Хуже доктор, дал Эндли. Хочешь добиться больших высот, тренируйся с теми, кто сильнее тебя, говорил великий Брюс Ли. Одного желания в спорте недостаточно. Понимая это, братья Талдиевы все свое свободное время стараются провести с пользой и даже дома не оставляют тренировки. Ведь только так можно дойти до своей цели – Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. С каждым днем секция дзюдо пополняется молодыми ребятами, а чтобы выявлять сильнейших, тренеры проводят спарринги между школами в специализированном зале дзюдо. Мы сейчас полностью охватили все время, то, что возможно в этом зале. Это утренние тренировки с 9 до 11, с 3 до 5, с 5 до 7, с 7 до 9. У нас полностью зал забит, проходит учебно-тренировочный процесс. А сегодня, как каникулы у детей, мы
собрали общие группы здесь, чтобы ребята могли набариться, более такие перспективные, которые ходят уже несколько лет. И для них сделали день борьбы. И вот полностью вот эти каникулы, каждый день у них будет набаривание. Да, это эти дни, вторник, пятница, практически со всех уголков нашей республики приезжают ребята, и мы делаем и для взрослой сборной, и для юниоров, юношей, и стараемся охватить младших юношей, это вот этот возраст, чтобы они могли бороться, набариваться. Знаете, развитие дзюдо в нашей республике всегда было на очень высоком уровне со дня основания дзюдо в республике. И вот это высокое, это мы по сегодняшний день несем. Результат того, это призеры мира, Европы, чемпионы Олимпийских игр. И сейчас у нас очень хорошие перспективные ребята, это юниоры, которые до 23 лет показали результат, стал чемпионом Даурбеков Вахид. И младшие юноши сейчас проводили турнир, Нальчики заняли первые, вторые места призовые. Также на первенстве России среди юношей Парчиев у нас Амир стал победителем первенства. У нас всегда во всех возрастах есть перспективные ребята, и на хорошем уровне в сборной команде есть около 20 человек. Вся цель – это популяризация дзюдо, чтобы ребята как можно больше массово занимались. Ну, конечно, из этих массовостей мы выделяем ребят, которые уже дальше хотят показать высокие результаты, и мы их больше им уделяем внимание и развиваем уже их на этом уровне, чтобы они дальше уже могли попадать и в сборные команды России, и дальше уже первенство Европы, мира, Олимпийские игры участвовали. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Только так можно добиться больших высот в спорте. Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. На всех этих турнирах ингушские спортсмены всегда в числе сильнейших. Каждый год желающих прославлять нашу маленькую республику становится все больше и больше. Возможно, в 2028 году на Олимпийских играх в США мы увидим других знаменитых братьев Ахмеда и Мухаммеда Талдиевых, которые порадуют нас олимпийским золотом.